Дорогие друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня у нас, можно сказать, вторая часть. Около полугода назад мы уже были в этом месте, в этом салоне, в салоне у Лидии Ся, которая сама столкнулась с такой очень неприятной проблемой, как аллопеция. И вот это ее сподвигло помогать другим, работать уже в этом направлении. И сегодня, наверное, каждый должен быть осведомлен об этой проблеме. И я считаю, что нужно о ней говорить открыто. И чем больше мы узнаем о ней, тем больше мы, наверное, начинаем понимать, принимать это. Сегодня нам бы хотелось начать нашу программу с истории молодой девушки, зовут ее Галина, вот она сидит прямо напротив меня. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вообще согласились, да, ответить нам на наши вопросы. Расскажите, как вот это случилось с вами, когда, из-за чего, да? Ну, проблема на самом деле, да, 21 века, да, то есть как бы лечения на данный момент от этой болезни нету. Началось у меня это в далеком 2012 году. То есть начали выпадать активно волосы. На тот момент, то есть как бы ничего такого я не использовала, то есть как бы чтобы там химикаты какие-то, да, там не принимала ничего. Я родила в 2009 году, и получается в 2012 начали активно выпадать волосы. Я не придавала этому значения. Использовала шампуни разные, там, против выпадения волос, какие-то, ну, такие вот средства народные, да, получается. То есть разные методы, да? Да, разные методы были использованы, но у меня, получается, к 2014 году тотальная аллопеция, то есть была. Волосы, брови, ресницы, все это выпало. И то есть, ну, как бы, ну вот, и наше это спасение, Лидия, то есть, как бы, я не знаю, я пришла к ней в прошлом году еще, вот, я услышала, я пришла, но в каких-то моментах волосы растут, я не знаю, с чем это связано, да, то есть, как бы, это может быть с чем связано? С гормонами? Гормональное, это гормональное, да? То есть как бы родила, выпала, второго родила, чуть-чуть начало расти где-то. То есть, но как конкретно, чтобы там полностью вот выросло, такого нет, конечно. Вот. И поэтому у Лидии вот это мой, ну, чтобы нормально выглядеть, в обществе находиться, я считаю, ну, к Лидии вот я обратилась, поэтому. Это вот за какой период и за сколько лет полностью, вот, получается, так, это решились? вот получается в 2012-м я переехала уже в Якутск. Я подумала, климат не подходит, потому что я жила в другом городе, да. Потом приехала в Якутск, у меня продолжает за 2 года. За 2 года тотально все у меня выпало. Но ничего не росло. Вот. Потом вот я забеременела, как бы ребенок родился, не сразу. Ребенку сейчас 2 года. Вот. И, ну, немножко, какие-то продвижения есть. Но это вот гормонально, я не знаю, с чем это связано. То есть я не принимаю какие-то витамины, не колю что-то в голову, а пыталась. Я и как бы и в голову кололи мне, и таблетки принимала, и витамин, чего я только не делала. Начиная от шампунев, да, от шампуней. И получается витамины, таблетки, в голову мне кололи, получается. Ну и вот, то есть ничего не помогло. Пока на данный момент, даже вот так вот, если судя, вот я гуглила, я смотрела программы, на данный момент от этой болезни, то есть аллопеция, да, ну, таблетки как от рака тоже нет. Нету. Вот. Вот вы еще сказали, да, что человек абсолютно здоровый, полностью, да, да. Вот.
Ага. Я прошла, когда вот я заболела, полностью прошла. Говорили, может, щитовидка. Пошла к эндокринологу. То есть ты абсолютно здорова, я тебе ничего не могу прописать. Все анализы крови, да, то есть как бы там начиная все, вот, ну, вот, по минимуму сдаешь, как анализ крови, биохимия, все это было в норме. Железо в норме, все, то есть как бы, может быть, железа не хватает, говорили мне, все в норме. Гинекология, может быть. Я пошла в гинекологию, когда вот все началось. То есть как бы мы все это сдали, все это было в норме. Я родила здорового ребенка, 2 года ему. Ну и вот абсолютно здоровая. Какие-то эти просили ТТ. Ну, насчет железа, вот это вот то же самое, да, там эндокринное. Ну вот, все в норме. Показатели все в норме, абсолютно в норме. Но, тем не менее, вот состояние мое все равно не доказано, до сих пор не доказано, неизвестно, от чего это происходит, да? Да. Ну, прошло, вот, получается, почти 10 лет, если я не ошибаюсь, да? Да. Ага. Как вот вы себя принимали, может, принимаете ли до сих пор, да? А вот как вот с этим морально? Ну, конечно, принять я себя до сих пор не могу, да? Я себя ищу, но, блин, я надеюсь на то, что у меня когда-нибудь вдруг случится сбой в системе моем организма. И, ну, я приняла, на самом деле, я приняла себя такой, какая я есть. Я встретила мужа, то есть за это время, да, родила сына. С этим можно жить на самом деле, но, конечно же, без помощи, вот как у Лидии Ся, да, получается, студия, это очень большая помощь, на самом деле, чтобы выглядеть, да, вот. Я очень рада, я очень была рада, что когда вот в прошлом году я услышала, я пришла, познакомились, да, и вот. Хорошо. Спасибо, Галина. Хочется пообщаться с самой Лидией, да. Лидия, давайте напомним вашу историю, да, как мы уже и говорили, но я думаю, очень важно послушать. Всех приветствую. Вторая часть — вспомнить наше, откуда все, как все начиналось. Начиналось это, вспоминать, конечно, не очень хочется, но мама умерла у меня в 2013 году. На 9 дней ее, получается, смерти у меня очень сильно, не очень сильно, очень много процентов, наверное, 60 вместе с платком в ванной у меня просто вывалился. Да? Я на тот момент первый раз столкнулась, что такое аллопеция на стрессовом фоне. Потом я как-то вот, ну, настолько у меня был стресс и там, и вот тут, и не помню даже, как 2014 год пролетел, если честно. Так как я парикмахер со стажем большим, уже в этом году у меня 19 лет я работаю, да, а парикмахер не может быть там, опустить себе руки и говорить: все, у меня тут выпали волосы, и как мне там работать, и впасть в депрессию, или еще что-то. У меня как бы ребенок на тот момент был, мне надо было двигаться, не может человек не двигаться, потому что движение — это жизнь, да, и надо двигаться, надо что делать, не впадать в панику. На тот момент тоже много было всякие накладки, всякие вот наращивание волос, тоже момент это все пробовала, все на себе испробовала. Что такое система волос? Система — это сетка без на клею, то есть она так фиксируется, что даже незаметно, что есть у тебя волосы, полностью имитирует твой рост, очень легкий, очень дышит, но долго не проходишь по одной причине: этот клей разъедает кожу. Независимо. Клиент у меня приходит, все, что клиент
нынче 21 век, да, приходят и говорят мне такую вот систему, я им объясняю, так как я на себе все испробовала, я знаю, что это такое, я знаю проблему этой аллопеции, поэтому не рекомендую вообще клеить эту систему, сетку каждодневно, ежедневно, даже детям приходят и хотят купить клей, ребенку подклеить. Лучше парик. Лучше парика, просто вот без всякого клея ты одела, и натуральный. Можно носить и годами, можно и год, и два. Конечно, уход тоже важную роль играет. Не надо покупать шампуни, где есть состав силикон, парабены. Оно должно быть настолько натуральное, потому что волосы – это у человека от организма питаются волосяные фолликулы. А у парика это надо помогать, это маски, всякие спрейчики, все надо дополнять, помогать ему в помощь. Просто так, как бы это все должно быть в комплексе. Начала я, мама у меня вот, еще чуть-чуть назад мы отойдем, когда вот мама умерла у меня от онкологии, в этот момент мы искали парики. В Якутске у нас проблема вообще на ноль с париками. Где у нас там столичный рынок, и был еще там где-то тоже магазинчик, но мы ничего не нашли. Нашли один на этом рынке блондин, и он блестел. И очень мама хотела мое мнение, как у парикмахера, услышать. Ну как, доченька, натурально смотрится? Я же понимаю, что нет. Я же понимаю, что блестит. И для женщины важную роль даже, пусть это онкология, пусть это аллопеция, пусть это частичная андрогенная, пусть будет, вот, а для женщины важную роль играют волосы. Прям вот важную. Не только как психологически и внешне, и для мужчины. То есть она, даже если это будет, пусть онкология, она должна ощущать себя женщиной. Они не хотят, ни одна женщина, чтобы так подошли, сказали, что у тебя там парик, что там у тебя парик, ну, чтобы такого не было, чтобы оно настолько было натурально. После этого я вот после этого у меня просто как-то вот просто, не знаю, либо это судьба, либо так должно быть. Я должна просто идти и заниматься вот этим творением, рукоделием. Этим делом, да, потом развивать как бизнес, потому что у нас в Якутске проблема после коронавируса просто увеличилась. Вот. Прям клиенты приходят, я как парикмахер, я их крашу, я смотрю, волосы постоянно выпадают у женщин. Ну, постоянно, это процентов, наверное, 30-20, прям вот так вот вылетает. Плюс, ну, онкология это соответственно, потому что женщина не может ходить, как бы химию проходит, да, первый курс, второй уже волосы начинают падать. И, соответственно, нужен все равно парик. Все равно надо это прикрывать. Для того, чтобы этот курс хорошо прошел, для того, чтобы женщина себя ощущала как бы не просто здоровой для окружающих, для близких, чтобы она не... Мы же сильные, они не хотят показывать свою слабину. Она хочет быть красивой выглядеть. Поэтому для этого надо, чтобы это был парик естественно смотрелся у женщин. Так я начала развивать свое рукоделие, начала открывать свои курсы для того, чтобы женщина могла, ну, а именно проблема, как у нас есть аллопеция, я вообще не стесняюсь. Надо просто принять себя такая, какая есть. Когда приходит ко мне клиент, он садится и начинает рассказывать свою историю жизни, как у нее там выпали волосы. Большую часть женщин хотят, чтобы их чуть-чуть пожалели. Вот там, вот у меня вот так, вот там жизненная ситуация, там муж меня бросил, там вот я родила, у меня там кто-то умер, вот так вот волосы, просто спать легли. Ну, можно так, укороченно легли спать. Я ей объясняю, говорю, понимаете, говорю, надо себя принять такая, какая ты есть. Если ты себя не примешь, ты будешь болеть. Вообще, в принципе, женщина, у кого есть аллопеция, они 100% здоровые. 100% у них везде, вплоть там до каждых мелочей, обследуемые женщины, потому что каждая женщина хочет причину. Нету этой причины. Просто никто не может выявить этой причины. Это где-то вот у нас просто на подсознании, где-то там вот спать легли как будто. Ну и даже вот у меня многие там частичная аллопеция, да, но
выпадает на одном месте, опять отрастает, но выпадает, потом опять никто тоже, даже медики сами приходят с такой проблемой, себя везде обследуют, вплоть там даже вот до микро, вот в крови, все, ничего не могут выявить причину. Но это ВИЧ 21 века, тут не только лапеция, тут и дополнительный коронавирус дает о себе знать. Ну, я считаю, что такие курсы, которые я в Якутске открыла, да, для девушек, которые могут себе позволить не покупать постоянно, там, да, как вот у кого-то заказывать, а могла сама себе красивенький парик сделать, да, потому что цены у нас в России на натуральные парики начинаются от 50, заканчиваются до 150. Я считаю, что ей вообще самой будет, как девушке, это экономно покупать такую вот за такую сумму и потом коррекцию приходить делать. Я считаю, что лучше самой пройти курс, самой узнать. Ты знаешь, что ты будешь с этим всю жизнь жить, потому что тебе самой надо, ну, деньги просто так не валяются, да, по 50 тысяч, по 100 тысяч раскидываться. А так как ты хочешь, представляешь, человек, у тебя лапеция, ну, ты же будешь каждые полгода разве коррекцию делать, столько денег отдавать, если ты можешь сама, в принципе, это все изготавливать для себя. Сама же себе коррекцию сделала, сама себе какой цвет захотела, выкрасила, подстригла, любой цвет выбрала. То есть сэкономила. Сэкономила, ну это же для тебя, это чисто для себя. Ну вот как раз вы начали говорить про курсы, да? Да. Сейчас вот как раз идет обучение у вас. У нас идет обучение, да? Очень хорошая девушка у нас, просто на лету. Ну, точности так же, например, да, я, например, крючок в жизни не держала. Это получилось, зная на подсознательном уровне, что это мне надо, это не кому-то, это просто мне. Мне, я так хочу, мне это интересно. Я знаю, что больше там никто мне не поможет, кроме сама себя. Я сама себя должна подтолкнуть для того, чтобы что-то сделать красивое для себя. То есть не кому-то, а для себя. Человек должен делать только для себя. Также женщина, вот курсы, которые изготавливает, да, она, ей нравится. Да? Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. И мы рады познакомиться с одной из учениц Лидии, да, Галина. Галина, здравствуйте. Приятно познакомиться. Расскажите, что вас привело сюда? Ну, у меня тоже были временные проблемы с выпадением волос год назад. И тогда я тоже искала выход из моей ситуации. И по нечаянности наткнулась на Лидию. В общем, как раз вы набирали курс. Тогда я вот заинтересовалась. Ну, написала, да, я вам сразу написала. Думаю, в отпуск возьму и обязательно отучусь. Так, да, так и сделала. Сразу пришли на курс, да, сразу получается? пришла на курс. Да. Сколько вот по продолжительности, да, он длится, по времени, сколько дней? Я взяла сразу 2 курса, поэтому мои курсы 2 недели. Расскажите нам, вот что это, станок какой-то, как правильно называется, что вы делаете? Это я выполняю имитацию кожи. Да. Вот. Это будущая имитация кожи. Станок называется... Нет, просто, никак не просто называется. Нет, он как называется, это именно просто как коробочка специально, ткань пришиваем, мы 2 ткани, одна шелковая ткань, одна сетка. Мы ее пришиваем для того, чтобы с одной стороны она делает там грудь, с другой стороны работа очень кропотливая. Кропотливая, но очень интересно, мне понравилось. Это вот сколько вот надо штучек взять? Пучочек. Пучочек, Его надо обязательно выпрямить, чтобы... Так. Вы меня смущаете немножко. А вы не смущаетесь? В общем, да, делаем. Обязательно свет. Да. И в каждую сеточку продеваем по волоску. Все. В принципе, ничего сложного. Я научилась. Так. Каждую дырочку, каждую
мы протягиваем волоски. Вот так. Делаем узелок и протягиваем. Вот так вот. Да, следующий этап у нас Ага. вытягивание уже на эту сторону, Так. на имитацию кожи. Вот Ага. так Поближе будет сделайте, выглядеть. посмотрите, как у нее, Мгм. какая красивая работа у нее. Аккуратно тогда. Очень аккуратненько. Мгм. И потом у нас получается вот, да, или нет? Что? А Потом получается, у нас, Мгм. сейчас покажу, сейчас покажу разделим. Вот, покажи. Вот. Да, Ага, в итоге, да? это наш Мгм. мастер-пастижер. Мгм. Анастасия. Да, помним Анастасию. Получается вот такая Как работает уже красота. давным-давно, с большим опытом. Ага. Потом вот вместе с сеточкой, да, снимается, да, или как? Да, и Ага, пришивается. пришивается. Ага. На основу, да. Мгм. Вот такая прям кожа-кожа. Красота. Очень красиво, Мгм. да. Да, в итоге вот Прям как- результат вот должен конечный вот таким получиться, да? Ага, прямо как Прям как настоящая настоящая кожа. кожа головы. Да, если И приглядеться, никто прям- не скажет, что это парик. да, вот вся красота. Очень красиво. Ну что ж, Лидия, хочу вас поблагодарить за сегодняшний выпуск, за этот эфир. Хочу поблагодарить нашу героиню, да, Галину, которая сегодня согласилась принять участие в наших съемках. Галина, вам, не знаю, продолжать быть такой же, да, открытой, Позитивно. позитивной и такой же красивой оставаться, конечно. А мы Да. дополним красоте для Мгм. нашей героини подарок. Это будет паричок из натуральных волос с имитацией кожи головы. Красота. И вообще я Мгм. таких девушек открытых заявить, не бояться, никому там что-то стесняться, рассказывать. Мои клиенты меня знают, причину там не буду, конечно, говорить каждый Мгм. раз каждому, но они, в принципе, и так понимают, знают. Поэтому я считаю, что не надо стесняться, не надо бояться. И будь такая же веселая, добрая. Давай мы здесь Давайте оденем тебе покажем красоту. паричок оденем. Мгм. Шампунем обязательно мыть для натуральных, питать, увлажнять, масочки делать. Ладно, не забывай. Это обязательная часть. И как вам? Конечно, хорошо. Супер. Чем совсем без ничего не Супер, Шикарно. Ну что, Галина у нас сегодня уйдет абсолютно уже другим, обновленным и, я думаю, еще более смелым человеком, да, с этой студии. Лидия, еще раз вам огромное спасибо. Я хочу, прежде чем попрощаться, сказать, что действительно, как сказала Лида, принимать, учиться принимать себя, какая ты есть, с какой бы проблемой мы ни столкнулись сегодня, да, мы должны быть сильными. И всегда найдется выход из любой ситуации, и всегда будут люди, которые вас поддержат. Это самое главное, наверное. Увидимся в следующих выпусках программы «Мы вам покажем». Покажем вам что-нибудь еще интересное.